Здравствуйте, меня зовут Максим. Мы находимся в визит-центре национального парка Смольный. Это не только навигационный пункт для туриста, а также здесь находится интересный интерактивный зал «Птицы и люди». Птицы здесь в большом почете, так как национальный парк Смольный является ключевой орнитологической территорией мирового масштаба. Готовы познакомиться с птицами поближе? Тогда пошли! Миллионы лет назад птицы были динозаврами. И в процессе эволюции каждый искал свой путь выживания. Кто-то стал большим и сильным, кто-то отрастил когти и зубы, а птицы, в свою очередь, научились летать. А легко ли птице взлететь? Конечно же нет. Если бы было по-другому, мы бы все могли летать. Птицам очень нелегко создавать семью. Например, самцам нужно проявить себя во всей красе, иметь яркий окрас перьев, спеть, станцевать и сразиться с соперником. А самкам подолгу, без еды, высиживать яйца и в одиночку воспитывать птенцов. Побывав в помещении, какая бы ни была погода на улице, вам захочется прогуляться. И если для вас экологические тропы окажутся слишком длинными, то, кстати, здесь в паре метров находится отличный экопарк, который, кстати, можно посетить бесплатно. Экопарк разделен на 3 зоны: палеонтологическая зона, интерактивная и зона отдыха. И сейчас мы с ними познакомимся. Пойдемте смотреть. Первая зона – палеонтологическая. Здесь мы можем познакомиться с ихтиозаврами или рыбоящерами, трилобитами и другими представителями животного мира того времени. Одним из ярчайших представителей животного мира того времени являлся гигантский олень или Мегалоцерус гигантеус. Его рога в длину были 3 метра 600 сантиметров, вы только представьте, а рост составлял более 2 метров. Вымерли они, как и все представители, огромные гигантские представители того времени, из-за потепления климата. В экопарке тесно переплетены все 3 зоны, что позволяет туристам посетить все объекты. Продолжая интерактивную тему нашего парка, помимо древних животных, здесь представлены многочисленные растения, в частности деревья. Самое распространенное дерево на нашей территории – это сосна. Она же самое распространенное дерево по всей территории России. Ближайшая родственница сосны – ель, а также всем известная береза. И символ долголетия, доблести и мощи – это дуб. Находясь на территории экопарка, обязательно убирайте за собой мусор. Эта зона очень нравится детям, так как здесь можно изучить сосновые или еловые шишки. А как по-вашему? Шишка – это цветок или плод дерева? Нет, неправильно. Шишка – это продолжение веточек самого дерева. Я вот сам даже не знал, очень интересно. Каждый объект спроектирован таким образом, что может заинтересовать как ребенка, так и взрослого. Каждый сможет найти себе занятие по душе.
А здесь начинается самая привлекательная зона экопарка – зона отдыха. Здесь можно балдеть и кайфовать. Дорогие друзья, а мы с вами прощаемся и приглашаем посетить национальный парк Смольный уже этой осенью. До новых встреч!